Споры между Белым домом и Капитолием по поводу дальнейшей судьбы тюрьмы Гуантанамо идут очень давно. Они длятся практически с того момента, когда Барак Обама был впервые избран президентом США в 2008 году. По утверждению Обамы, помимо того, что это пятно на репутации Америки, расходы на содержание Гуантанамо совершенно себя не оправдывают. Поскольку американские законы не позволяют переправить заключенных на территорию США, правительство вынуждено ежегодно тратить около $200 миллионов, чтобы держать в тюрьме 122 человека, подозреваемых в терроризме. Иного мнения придерживаются оппоненты Обамы из республиканской партии, которые теперь контролируют обе палаты Конгресса. Как они утверждают, даже если переселить всех заключенных Гуантанамо в другие страны, с которыми существуют соответствующие договоренности, нет никакой гарантии того, что кто-нибудь из них не окажется в Ираке или Афганистане и вновь не займется террористической деятельностью. Американские силы осуществили точечный удар в провинции Гельмент. В результате ликвидированы 8 человек. Среди них Абдул-Рауф Кадиф, бывший командир отрядов Талибана. Успех этой миссии подтверждает необходимость того, чтобы в борьбе с террористическими группировками мы использовали все средства, имеющиеся в нашем распоряжении. Необходимо остановить это взаимопроникновение террористических движений по всему миру, считают сторонники сохранения тюрьмы Гуантанамо как на Капитолии, так и в Пентагоне. Они призывают не выпускать оттуда ни одного заключенного и одновременно активизировать точечные удары с дронов-беспилотников по главарям боевиков. Эта тактика привела к успешной ликвидации таких видных исламистов, как Анвар аль-Авлаки в Йемене или Абдул-Рауф в Афганистане. Мы постоянно обсуждаем, какой силой обладают боевики и нужно ли продолжать с ними войну. Но я говорил об этом раньше и повторю сейчас. Факты говорят сами за себя. Прямо сейчас они угрожают нам, а также нашим союзникам и партнерам в Афганистане. Так что война с ними полностью оправдана. Успешные антитеррористические операции союзников в зоне конфликта не решают главной проблемы с захваченными джихадистами. После освобождения многие из них присоединяются к экстремистским организациям в Афганистане, Йемене, Ираке и Сирии. Так, некоторых из них спецслужбы переправили в Катар, но наблюдение властей за ними, скорее всего, будет официально прекращено через год после освобождения. Те же, что оказались в Йемене, дождались смены власти в стране и, вполне возможно, теперь получат полную свободу действий. По этой причине последним шагом сенаторов-республиканцев стало представление на минувшей неделе нового билля. Он запрещает перевод заключенных Гуантанамо в другие места на весь период, оставшийся до окончания президентского срока Барака Обамы. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Для настоящего времени. Вашингтон.